Всем здравия, уважаемые соратники. Итак, хочу показать вот такой вот закон Удмуртской республики о защите населения территории Удмуртской республики от чрезвычайных ситуаций с изменениями на 17 апреля 2020 года от 18 октября 2006 года за номером 43 РЗ о защите населения территории Удмуртской республики от чрезвычайных ситуаций. То есть принят Государственным советом Удмуртской республики 26 сентября 2006 года за номером 683-3. То есть хочу пояснить, согласно Конституции Удмуртской республики, значит, высшим законодательным органом на территории государства Удмуртской республики является Государственный совет. Поэтому и Государственный совет, значит, принимает и может принимать такие вот законы. Значит, что я хотел здесь показать в этом законе? Я хотел остановиться, весь не буду его пролистывать, значит, вот конкретно на статье 3.1 полномочия главы Удмуртской республики в области защиты населения территорий Удмуртской республики от чрезвычайных ситуаций. Значит, кто такой глава Удмуртской республики? Глава Удмуртской республики — это есть исполнительная власть. Если Государственный совет — это законодательная власть, то глава Удмуртской республики — это есть исполнительная власть. Что я хотел здесь показать? Глава, значит, Удмуртской республики. И вот здесь вот подпункте, здесь вот идут такие подпункты А, Б, В, Г и Д. Значит, осуществляет меры, обусловленные развитием чрезвычайной ситуации, не ограничивающие прав и свобод человека и гражданина и направленные на защиту населения территорий от чрезвычайной ситуации, создание необходимых условий для предупреждения ликвидации чрезвычайной ситуации и минимизации ее негативного воздействия. То есть, смотрите, при всех вот этих вот сегодняшних событиях, которые происходят не только на территории государства Удмуртской республики, но и на территории России, РСФСР, Российской Федерации, кто себя считает гражданином Российской Федерации, не имеют права все вот эти структуры ограничивать права и свободы человека и гражданина. Что на самом деле происходит, мы сами все видим, что нас полностью ограничивают как раз в правах, свободах, в праве на приобретение продукта какого-то, сейчас в магазинах, да, вот заставляют одевать эти намордники. Кроме того, значит, мы написали заявление, я ролик делал, прокуратуру в МВД по факту, что ни один акт главой, значит, Удмуртской республики в отношении коронавируса не подписан. В нарушении, значит, федерального приказа Федерального архивного агентства, вот есть такой приказ от 22 мая 2019 года за номером 71 об утверждении правил делопроизводства в государственных органах и органах местного самоуправления. То есть, что говорится в этом, значит, указе, пункт 2.11, на документах, утверждаемых правовыми актами государственного органа местного самоуправления или руководителем государственного органа местного самоуправления иным уполномоченным должностным лицом, оформляется гриф утверждения. Пункт 2.12. В необходимых случаях собственноручная подпись руководителя государственного органа местного самоуправления или иного уполномоченного лица заверяется печатью государственного органа местного самоуправления, воспроизведением государственного герба Российской Федерации, герба геральдического знака субъекта Российской Федерации, герба геральдического знака органа местного самоуправления. Чего нет на так называемых актах, распоряжениях главы Удмуртской республики. То есть ни одно распоряжение главы Удмуртской республики, согласно вот этого указа и, значит, вот этого закона, не имеет юридической силы. Поэтому применяйте вот эту информацию. Я этот, значит, файл вот этого закона размещу под видео с ссылкой для скачивания. Если
кому-то будет нужно отправить на почту, значит, в комментариях пишите, я отправлю на почту. Вот, в принципе, все, что я хотел сказать в этом видео. И еще раз подчеркнуть, очень важно сегодня знать свои права, знать законы. Потому что дальше все будет усложняться в отношении нас. Права наши будут дальше нарушаться, но мы обязаны просто сегодня уже наконец проснуться и объединяться и, значит, противодействовать всему вот этому беспределу, который сегодня творится под вот этой вот якобы эпидемией коронавируса. Вот. Благодарю еще раз за внимание.